Написано, да, мы проводили в начале года, был объявлен конкурс на написание лучшей песни. Вы за 9 месяцев еще готовились? Да, на лучшие песни об Ингушетии, песни, рожденные сердцем. И вот эта песня, которая в прологе блестяще, совершенно блестяще исполнила выпускница Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, которая закончила эту консерваторию с красным дипломом. Вот с нашей базы девочка поступила и закончила с красным дипломом и с особым знаком отличия. Серьезно? Да, и мы не могли не обратить внимание на эту девочку, которая приехала, она исполняла Татьяну, это очень престижно, в Евгении Онегине, да, в опере. Сложно. И она приехала, она практически не была способна выдать вот на нашем языке, вот так вот, не владела репертуаром, так сказать, вот новым репертуаром. Эта песня, которую исполнила Хава, заняла 3-е место, и она с удовольствием взялась ее петь, на что мы сразу откликнулись, мы написали, помогли записать ей фонограмму, и с костюмом все ее пожелания были учтены, потому что эта девочка достойна того, чтобы все обратили на нее внимание и помогали ей во всем. Вот, поэтому я считаю, что то, что она выдала, это настоящий шедевр, который характеризует глубокую любовь каждого из нас к своей родине. И сделала это очень профессионально. За какой срок шедевр удалось подготовить? Практически за месяц, я скажу. Для шедевра очень быстро. Удалось, работали мастера. Это музыку писал Тимур Дзейтов. Написана она композитором Заремой Мальсаговой на стихи Аслана Кадзоева. Я очень благодарна им за эту вещь, которая, действительно, я считаю, что она явилась достойным прологом ко всему блоку. Она какая-то очень исторически характерная и насыщенная информация об ингушах, об их достоинстве, о красоте, о традициях, обычаях ингушей. И звучит она очень красиво, лирично, мягко. То есть это была некая вводная часть, которая говорила о глубокой любви каждого из нас к своей родине и к своему народу.